В Москве прошел премьерный показ документального фильма «Генезис 2.0» режиссеров Криштиана Фрая и Максима Арбугаева. Картина длится 2 часа и так же, как и первая часть, рассказывает об охотниках за бивнями мамонта. На кинофестивале в Америке фильм получил награду за лучшую операторскую работу в международном документальном кино. Показы фильма в Якутске стартуют с 9 августа. Я снимал часть, которая связана с охотниками на бивни мамонтов. И мы прожили с ними 2 месяца. Мы наблюдали за их жизнью, постоянно следовали за ними. В общем, проходили все испытания, с которыми они сталкивались. И, конечно, когда ты находишься вот в таких длительных экспедициях, это психологически очень выматывает. Порядка 25 километров в день проходили. И нужно было за собой носить эти камеры, микрофоны, штативы. Но я понял, что в Арктике очень важно, вот именно вот в тех местах, в экстремальных местах очень важно себе поставить четко цель и задачу. Но повествование фильма ведется об экспедиции, которая обнаруживает прекрасно сохранившиеся останки древнего зверя. Поразительная находка вызвала интерес в биотехнологическом мире. Фрагменты животного с живыми клетками доставляют в лабораторию по клонированию в Южной Корее. Я считаю, что это замечательный по качеству продукт с точки зрения кинобизнеса, но больше всего мне понравилась та тема, которую он затрагивает. Это явление, которое является обычным, да, для повседневной жизни арктических районов Якутии, но для всего большого мира это откровение. Оказывается, люди в мире, даже высоко продвинутые интеллектуалы, не знали о том, что существует во многих ипостасях вот эта цепочка от добычи, от поиска мамонтов, добычи их бивней, и в конце цепочки стоит перспектива человечества, клонирования доисторических живых существ.